Когда Маша перестала плакать и обмякла под моим пальто, превратившись в пугающе тихий и почти невесомый сверток, я понял, что это конец. Не тот кинематографический финал, где герой произносит пафосную речь, глядя в закат, а настоящий медицинский конец. Биологический. Минус 27 градусов по Цельсию — это не просто погода. Это приговор. Московская зима в этом году решила не играть в европейскую слякоть, а ударить по-настоящему, как в 41-м. Холод здесь не кусает. Он выгрызает жизнь. Он пробирается сквозь прорехи в дешевых китайских кроссовках, поднимается по лодыжкам, сковывает икры, превращая мышцы в дерево, и медленно, но методично добирается до сердца. Я сидел на картонке у выхода из подземного перехода станции метро «Красные ворота». Мимо, скрипя снегом, спешили люди. Они прятали носы в шарфы. Они смотрели в свои смартфоны. Они были надежно защищены невидимой броней благополучия. Для них я был просто пятном, текстурой города. Грязным пикселем, который мозг автоматически стирает из восприятия, чтобы не портить настроение перед ужином. «Маша!» — позвал я. Губы почти не шевелились. Они казались чужими, сделанными из замерзшего пластилина. Она не ответила, даже не пошевелилась. Я просунул руку под пальто. Грязное, прожженное сигаретой пальто, которое я снял с трупа в ночлежке 2 недели назад. Господи, до чего я дошел. И коснулся ее щеки. Кожа была холодной и липкой. В моей голове, где еще полгода назад роились сложные схемы нейрохирургических операций, сейчас билась только одна мысль, пульсирующая красным сигналом тревоги. Гипотермия. 2-я стадия. Угнетение сознания. Брадикардия. И если не согреть, через 20 минут необратимые изменения. Через 40 — асистолия. Смерть. Я встал. Колени хрустнули, отозвавшись тупой болью, но я не обратил на это внимания. Боли больше не существовало. Был только животный ужас. Я шагнул из спасительной, пропитанной запахом мочи, хлорки и перегара вони, перехода на улицу. Ветер ударил в лицо ледяной крошкой. Я стоял на краю тротуара у самой проезжей части Садового кольца. Машины летели сплошным потоком. Красные огни стоп-сигналов, белые лучи фар, железо, бензин, тепло. В каждой из этих машин работала печка. Там играла музыка, там люди обсуждали планы на выходные. Я высматривал одну конкретную машину. Я знал, что он поедет здесь. Каждый вторник, ровно в 19:30, он выезжает из офиса в центре и едет в загородный дом по этому маршруту. Виктор Петрович Камский. Человек привычки. Человек-хронометр. И я увидел его. Черный, тяжелый, как надгробная плита, Гелендваген. Он двигался в левом ряду, раздвигая поток своей наглой, квадратной мордой. Номер 001. Я не думал. Рефлексы сработали быстрее разума. Я шагнул с бордюра прямо на проезжую часть, в грязное месиво из снега и реагентов. Визг тормозов прозвучал, как крик раненого зверя. Машину повело. Тяжелый бампер замер в каких-то сантиметрах от моего бедра. Меня обдало жаром от радиатора и запахом горячей резины. Дверь водительского места распахнулась еще до того, как автомобиль окончательно остановился. «Ты совсем охренел, смертник?» Голос был знакомым до боли. Громовым. Таким голосом отдают приказы, которые не обсуждаются. «Жить надоело? Под колеса лезешь, мразь!» Из машины вышел он. Мой отец. Он был без шапки, в расстегнутом кашемировом пальто, под которым виднелся идеальный костюм «тройка». Седые волосы аккуратно уложены,
Лицо гладко выбрито, несмотря на вечер. Он выглядел как памятник самому себе. Монументальный, несокрушимый Виктор Петрович. Он шел ко мне, сжимая кулаки, готовый, кажется, просто ударить меня, чтобы убрать препятствие с дороги. Он не узнал меня. Да и как он мог узнать? Последний раз он видел меня на обложке журнала «Медицинский вестник», в белоснежном халате, уверенного, сияющего успехом. А сейчас перед ним стояло существо с всклокоченной бородой в грязных тряпках, от которого за версту несло помойкой. «Уйди с дороги!» — рявкнул он, подходя вплотную. Я поднял голову. Наши взгляды встретились. В его глазах цвета стали и бетона сначала было только раздражение. Потом оно сменилось недоумением. Он прищурился, всматриваясь в мои черты, искаженные истощением и грязью. «Папа!» — прохрипел я. Голос сорвался, превратившись в жалкий сип. Отец замер. Его рука, занесенная для того, чтобы оттолкнуть меня, повисла в воздухе. «Андрей?» Это был не вопрос. Это был выдох, полный неверия. «Андрюха, ты?» Я не ответил. Сил на слова не осталось. Я просто сделал полшага вперед и распахнул полы своего пальто, показывая то, что прятал у сердца. Я откинул край старого шерстяного одеяла. Маша спала. Или уже нет? Ее лицо в свете фар казалось восковым. Маленький синий носик, закрытые глазки с белесыми ресницами. Отец перевел взгляд на ребенка. Я видел, как меняется его лицо. Как исчезает маска железного директора, как проступают морщины, как расширяются зрачки. Ужас. Чистый, неразбавленный ужас накрыл его с головой. «Это...» — он сглотнул, кадык дернулся. «Это она? Она замерзает, пап», — прошептал я. «Помоги». Следующие секунды врезались в память навсегда. Отец не стал задавать вопросов. Не стал читать морали, он действовал. Он сорвал с себя кашемировое пальто, вещь стоимостью в 3 моих бывших зарплаты, и набросил его на нас, укутывая вместе с головой. «В машину!» — заорал он так, что водители в соседнем ряду притормозили. «Бегом, сукин сын! Быстро!» Он схватил меня за шиворот, как нашкодившего щенка, и буквально затолкал на заднее сиденье джипа. Тепло салона ударило в лицо плотной волной. Пахло дорогой кожей, мужским парфюмом и спокойствием. Этим забытым, недостижимым спокойствием богатой жизни. Отец прыгнул за руль. «Алло, Вениамин!» — он орал в телефон, выруливая через 2 сплошные подсигналы возмущенных водителей. «Поднимай реанимацию своей клиники. Да, я везу ребенка. Тяжелая гипотермия. И взрослого. Дистрофия, обморожение. Нет, это не бомжи с улицы. Это мой сын и внучка. Давай, друг, сделай все. Я заплачу любые деньги». Я сидел сзади, прижимая к себе Машу, которая в тепле начала тихонько скулить. Кровь возвращалась в замерзшие конечности, причиняя боль. Я гладил ее по шапочке и плакал. Слезы текли по грязным щекам, оставляя светлые дорожки. Я смотрел на затылок отца, на его напряженные плечи и думал: как? Как мы оказались здесь? В какой момент моя идеальная, расписанная по минутам жизнь свернула в этот ад? Чтобы понять это, нужно отмотать пленку назад. Вернуться туда, где я был Богом. 3 года назад. «Биполяр», — коротко бросил я. Моя рука в стерильной перчатке замерла в воздухе лишь на долю секунды. Инструмент лег в ладонь с привычной тяжестью. Я не смотрел на сестру-ассистентку. Я смотрел в окуляры операционного микроскопа «Карл Цайс», который увеличивал поле зрения в 40 раз. Там, в глубине черепной коробки 20-летней студентки, пульсировала жизнь. Аневризма средней мозговой артерии. Тонкий, раздувшийся пузырек на сосуде,
готовый лопнуть в любую секунду. Смерть пряталась в миллиметре от моего скальпеля. В операционной стояла тишина, нарушаемая только ритмичным шипением аппарата ИБЛ и писком кардиомонитора. Мой любимый саундтрек. Музыка жизни. Здесь не было хаоса внешнего мира. Здесь все подчинялось законам физиологии и моему мастерству. «Выделяю шейку», — прокомментировал я для ординаторов, которые стояли за стеклом и наблюдали. Голос звучал глухо из-под маски. «Клипсу». Щелчок. Титановая клипса пережала шейку аневризмы, отсекая ее от кровотока. Пузырек спался, побледнел. Угроза устранена. Контроль гемостаза. Сухо. Зашиваемся. Я отодвинулся от микроскопа и распрямил спину. Позвоночник хрустнул. 6 часов в одной позе. Но я не чувствовал усталости, только звенящую легкость. Это был мой наркотик. Эндорфиновый шторм. Я снова обманул Костлявую. Я снова выиграл. «Андрей Викторович, вы волшебник», — восхищенно выдохнул молодой анестезиолог. «Я не волшебник, Петя, я ремесленник. Просто у меня хороший инструмент и твердая рука». Я вышел из операционного блока, срывая промокшую от пота шапочку. В коридоре меня перехватил Эдуард Кротов. Тогда он был просто Эдиком, моим коллегой, веселым парнем, который любил дорогие часы и умел красиво говорить на планерках. «Ну ты монстр, Андрюха!» — Кротов хлопнул меня по плечу. Заведующий в восторге. «Слушай, тебя там в холле женщина ждет, блондинка, высший класс». Сказала по личному вопросу, не пациентка. «Кто?» Представилась Индой. Из административного. Новенькая, кажется. Закупками занимается. Опасная дамочка, он усмехнулся. Глаз, как у снайпера. Смотри, пристрелит. Я спустился в холл. Она сидела на диванчике, листая журнал. Идеальная осанка, строгий бежевый костюм, который, однако, подчеркивал все изгибы, и волосы, сложный блонд, уложенный волосок к волоску. Когда она подняла на меня глаза, я почувствовал странный укол. Это не была влюбленность с первого взгляда. Это было ощущение, будто меня сканируют, оценивают, взвешивают. «Андрей Викторович», ее голос был мягким, обволакивающим. «Я Инга Лисицына. Мы заочно знакомы, я подписывала ваши заявки на расходники. Уделите мне 5 минут. Не здесь. Может, кофе?» Мы пошли в кафетерий. «Я буду кратко», — сказала она, пригубив капучино. «Я наблюдаю за вами, Андрей. Вы гениальный хирург. Но в жизни вы, простите за прямоту, ребенок. У вас просрочена страховка на машину. Вы забыли подать декларацию. Вы питаетесь бутербродами. Вы тратите свой ресурс на ерунду». Я удивился. Откуда она знает про страховку? «Я знаю все, что касается ключевых сотрудников», — улыбнулась она, и в этой улыбке не было тепла, только расчет. «Вам нужен менеджер, не на работе, а в жизни. Тыл. Человек, который возьмет на себя всю эту скучную грязь. Счета, быт, звонки, ремонт. А вы будете делать то, для чего рождены. Спасать людей». Это звучало соблазнительно. Я действительно устал от быта. Я жил работой, а дома меня ждал пустой холодильник и пыль. «И что вы предлагаете?» — спросил я. Она накрыла мою руку своей. У нее были холодные пальцы и безупречный маникюр. «Я предлагаю стать вашей командой. Попробуем?» Наш роман был стремительным и рациональным, как бизнес-план. Инга въехала ко мне через неделю, и моя жизнь преобразилась. В холодильнике появилась еда, здоровая, вкусная. Рубашки всегда были выглажены. Квартира заблестела. Она решала все вопросы, от записи машины на ТЕО до покупки подарков моей маме.
с которой я созванивался раз в месяц. Я расслабился. Я попал в теплую, комфортную паутину. Я думал, это любовь. Я не понимал, что это инвестиционный проект. Отец узнал о свадьбе постфактум, когда мы уже подали заявление. Он вызвал меня на мужской разговор. Ресторан «Пушкин» на Тверском бульваре. Полумрак, тяжелые шторы, официанты, двигающиеся бесшумно, как тени. Отец сидел за угловым столиком, перед ним стоял графин с водкой и тарелка с бифштексом. «Садись», — кивнул он. Я сел. Я всегда чувствовал себя рядом с ним школьником, хотя мне было уже 33. Виктор Петрович Камский давил авторитетом. Он был человеком, который построил свою империю в 90-е, пройдя через бандитские разборки и дефолты. Он знал цену всему. «Слышал, женишься?» Он не спрашивал, он утверждал. «Да, через месяц. На той из закупок, Лисицыной. Ее зовут Инга, папа». Отец усмехнулся, накалывая кусок мяса на вилку. Я навел справки. Девочка из Ростова, приехала 5 лет назад. 2 гражданских брака, оба бывших, бизнесмены средней руки. Оба после разрыва остались без штанов. Совпадение? Меня начало трясти. «Зачем ты лезешь в мою жизнь? Ты копаешься в грязном белье. Инга любит меня. Она заботится обо мне так, как никто никогда не заботился. Она заботится об активе, Андрей. Ты — актив. Перспективный, доходный. Ты врач с именем, сын богатого отца. Она — щука, бытовая хищница. У нее в глазах не любовь, а калькулятор. «Хватит!» — я ударил ладонью по столу. «Я не позволю. Ты привык все покупать. Ты думаешь, что все вокруг проститутки и воры. Но есть нормальные чувства». Отец посмотрел на меня тяжелым, свинцовым взглядом. Выпил рюмку водки, не морщась. «Чувства. Ладно. Хочешь играть в любовь — играй. Но я должен тебя обезопасить». Он достал из кармана пиджака связку ключей с брелоком в виде золотого слитка и папку с документами. Это ключи от квартиры на Остоженке. 150 квадратов. Ремонт закончен, мебель завезена. Мой свадебный подарок. Я замер. Квартира на Остоженке стоила целое состояние. Но, отец положил руку на папку, ты подпишешь брачный контракт. И квартиру оформим как дарственную, чтобы при разводе она не делилась. И все твои будущие доходы через раздельный режим собственности. Это был удар. Он не верил мне. Он не уважал мой выбор. Он хотел контролировать меня даже в моей постели. Во мне взыграла гордость. Та самая глупая, интеллигентская гордость, которая потом будет стоить мне жизни. Я встал. Взял ключи. Они были тяжелыми, холодными. И с размаху бросил их обратно в тарелку отца, прямо в кровавый соус. Брызги полетели на его белоснежную рубашку. «Подавись своими метрами, папа. Мне не нужны твои подарки с условиями. Я сам куплю квартиру, сам построю семью и сам буду решать, кому верить». Отец даже не моргнул. Он медленно вытер салфеткой капли соуса с галстука. «Сам?» — тихо переспросил он. «Ну что ж, сам так сам. Только запомни, сынок, когда ты приползешь ко мне, ободранный и преданный, не говори, что я не предупреждал. Я никогда к тебе не приползу», — бросил я и выбежал из ресторана. Я был уверен, что победил. Я шел по Тверскому бульвару, вдыхая летний воздух, и чувствовал себя свободным. Я ехал к Инге, чтобы рассказать ей, как красиво я поставил на место Кирана. Она встретила меня с улыбкой, выслушала рассказ о ссоре. На секунду в ее глазах мелькнуло разочарование, а Остоженка уплыла из рук. Но она тоже взяла себя в руки. «Ты мой герой, Андрей», — сказала она, целуя меня. «Мы всего добьемся сами. Мы купим квартиру лучше». И мы купили. В ипотеку. Сначала все шло хорошо. Я пахал на 3 работах. Инга создавала уют. Мы были красивой парой с обложки.
А потом она предложила гениальную идею — открыть свой бизнес. И для этого нужно было заложить квартиру. «Это формальность, милый», — говорила она, подсовывая мне бумаги. «Просто подпиши доверенность. Я все сделаю сама, тебе не надо вникать». И я подписал. Я подписал себе приговор. Беременность Инги стала для меня сюрпризом, но сюрпризом счастливым. Я мечтал о ребенке, о маленьком человеке, которому я передам все — свои знания, свою любовь к жизни, свою библиотеку. Я представлял, как буду гулять с коляской в парке, как буду учить ее. Я почему-то был уверен, что будет дочь. Читать. Инга восприняла новость иначе. «Сейчас не время, Андрей». Она швырнула тест с 2 полосками на туалетный столик, заставленный дорогими кремами. «У нас кредит. У нас бизнес-план. Мы только начали раскручивать проект клиники. Дети не спрашивают про бизнес-планы, Инга. Это чудо. Это не чудо, это физиология», — огрызнулась она. «Я растолстею, я выпаду из графика. Кто будет вести дела? Ты? Ты же супками в операционной». Но аборт делать было поздно. Следующие месяцы превратились в холодную войну. Инга переносила беременность тяжело. Токсикоз, отеки, перепады настроения. Она требовала внимания, но не того теплого внимания, которое нужно будущей матери, а внимания капризной принцессы. «Мне нужны витамины из Швейцарии. Эти отечественные дрянь. Мне нужен массаж ног каждый вечер. Почему ты опять на дежурстве? Мне скучно». Я терпел. Я списывал все на гормоны. Я работал еще больше, чтобы оплачивать ее капризы и ипотеку, которая висела дамокловым мечом. Параллельно развивалась история с нашей клиникой. По крайней мере, так я думал. Инга и Кротов постоянно шептались, обсуждали закупки оборудования, ремонт помещения. Я видел какие-то сметы, красивые буклеты с логотипом «Медлайф». «Все идет по плану», — успокаивал меня Кротов, встречая в коридоре больницы. «Андрюха, скоро заживем. Будешь сам себе хозяин. Никаких ночмедов, никаких отчетов, только чистая хирургия и большие деньги». «Когда открытие?» — спрашивал я. «Скоро. Ждем поставку МРТ. Там задержки на таможне, но Инга решает. Твоя жена — танк, Андрюха, пробьет любую стену». Я верил. Я был идиотом. Маша родилась в октябре. Роды были тяжелыми. Экстренная кесарево, гипоксия. Девочка родилась слабенькой, весом всего 2200. Ее сразу забрали в реанимацию новорожденных. Я стоял у кювеза, глядя на крошечное тельце, опутанное проводами, и чувствовал такую нежность, что перехватывало дыхание. «Живи, маленькая», — шептал я. «Папа рядом. Папа тебя не бросит». Инга к дочери не подходила. «Я не могу на это смотреть», — говорила она, отворачиваясь. «Она такая страшная, вся в трубках. У меня стресс, у меня депрессия. Врачи сказали, мне нужен покой». Она выписалась из роддома одна. Машу перевели в отделение патологии новорожденных на долечивание. Я разрывался между работой, больницей, где лежала дочь, и домом, где лежала на диване Инга с бокалом вина. «Ты меня не любишь», — кричала она, когда я приезжал поздно вечером. «Тебе ребенок важнее меня. Я тебя родила, я испортила фигуру, а ты носишься с ней. Она наша дочь, Инга, она болеет. Найми няню, пусть она там сидит. Я не подписывалась быть сиделкой». В тот момент я впервые посмотрел на жену другими глазами. Я увидел не гормоны, а пустоту. Черную дыру эгоизма, в которую проваливалось все. Ноябрь стал месяцем краха. Все началось в среду. Обычный серый московский день. В приемное отделение привезли пациента по фамилии Смирнов. Мужчина, 58 лет. Разрыв аневризмы брюшной аорты плюс сочетанная травма головы. Упал, когда потерял сознание.
Состояние критическое. Кома 2. Гемодинамика нестабильная. Дежурный хирург боялся брать его на стол. «Там фарш, Андрей Викторович», — сказал он мне. «Он не жилец. Умрет на вводном наркозе». Я посмотрел снимки. Шанс был. Микроскопический, призрачный, но был. «Готовьте операционную», — сказал я. «Я возьму его». В этот момент в ординаторскую зашел Кротов. Он был уже в должности заместителя главного врача по лечебной части. «Камский, отставить», — сказал он жестко. «Я осмотрел пациента, он неоперабелен». «Эдик, у него есть шанс. Если сейчас клипировать и остановить кровотечение...» «Нет», — перебил Кротов. «Ты мне статистику по летальности испортишь. У нас проверка из Минздрава на носу. Нам трупы на столе не нужны. Пусть умирает в реанимации своей смертью». «Ты врач или чиновник?» — я взвился. «Там человек умирает. У него жена в коридоре плачет. Я администратор, Андрей. И я запрещаю тебе оперировать. Это приказ». Он развернулся и вышел. Я стоял и смотрел на снимки. Я видел этот сосуд. Я знал, что могу успеть. «Готовьте операционную», — повторил я тихо. «Под мою ответственность». «Но Кротов», — начала старшая медсестра. «Плевать на Кротова. Я хирург. Мой долг — спасать. Зовите анестезиолога. И пусть жена подпишет согласие на высокорисковую операцию». Операция длилась 8 часов. Это был адский марафон. Мы шли по лезвию бритвы. Кровь, пот, адреналин. Я сделал все. Я зашил аорту, я убрал гематому в мозге. Но организм пациента сдался. На этапе ушивания раны сердце остановилось. Прямая линия на мониторе, тонкий противный писк. «Асистолия», — констатировал анестезиолог. «Адреналин. Разряд». Мы качали его 40 минут. Бесполезно. Время смерти 23:15. Я вышел из операционной, стягивая перчатки вместе с кожей. Я был пуст. Я проиграл. Но я знал, что сделал все возможное. Совесть моя была чиста. Я не знал, что пока я мыл руки в ординаторской, за моим компьютером уже сидел Кротов. Утро началось не с кофе, а с вызова в кабинет главного врача. Там сидела целая комиссия. Главврач, тучный, уставший мужчина, который давно уже ничего не решал. Юрист больницы, Кротов и человек в штатском с папкой Следственного комитета. «Садитесь, Камский», — сказал главврач, не глядя мне в глаза. «Что происходит?» Человек в штатском открыл папку. «Майор юстиции Соловьев. В отношении вас проводится доследственная проверка по факту смерти гражданина Смирнова. Статья 238, часть 2, пункт В. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». «Какая статья?» — я усмехнулся. «Пациент был тяжелый. Риск летального исхода 90%. Мы боролись». «Вы боролись вопреки прямому письменному запрету руководства», — сказал майор, доставая лист бумаги. «Вот приказ за подписью заместителя главврача Кротова Э.В. Запретить проведение оперативного вмешательства ввиду крайне тяжелого состояния пациента и нецелесообразности рисков. Вы ознакомлены?» Он говорил устно. Бумаги я не видел. «Незнание приказов не освобождает от ответственности. Далее. Где информированное согласие родственников?» В истории болезни медсестра брала подпись у жены. Кротов вздохнул и подвинул по столу толстую папку. Историю болезни Смирнова. «Андрей, не усугубляй. Здесь нет согласия. Ни в бумажном виде, ни в электронном. Я проверил логи МИС, медицинской информационной системы. Ты взял пациента на стол самовольно,
без документов, без разрешения. Это самоуправство, повлекшее смерть. Я схватил папку, листал страницы дрожащими руками. Анализы, дневники, протокол операции. Согласия не было. Лист был вырван. Аккуратно, профессионально. Я поднял глаза на Кротова. Он смотрел на меня сочувственно, печальным взглядом Иуды. «Ты...» — прошептал я. «Ты же знаешь, что согласие было». «Ты сам его уничтожил?» «Андрей Викторович», — перебил майор, — «давайте без истерик. Факты таковы. Вы нарушили протокол, нарушили приказ, человек умер. Родственники написали заявление. Они требуют возбуждения уголовного дела и компенсации морального вреда. 10 миллионов рублей. Сколько? 10. И больница не будет за вас платить, так как вы действовали вопреки приказу. Это будет ваш личный регрессный иск». Повисла тишина. «Что мне делать?» — спросил я глухо. Вступил юрист больницы, лысый, с хитрыми глазками. «Есть вариант, Андрей Викторович. Мы не хотим скандала. Больнице не нужно уголовное дело на ведущего хирурга. Мы предлагаем сделку. Вы пишете заявление по собственному желанию. Прямо сейчас. На внутренней врачебной комиссии признаете, что переоценили свои силы и допустили тактическую ошибку. Мы, скажем так, не будем предоставлять следствию некоторые дополнительные материалы. Дело переквалифицируют в 109-ю. Причинение смерти по неосторожности. А потом закроют за примирением сторон или истечением сроков. Вы не сядете. Но я лишусь работы? Да, и выплатите компенсацию семье. У меня нет 10 миллионов. Ну, продадите квартиру, машину. Свобода дороже, Андрей Викторович. Я подписал. Я был раздавлен страхом тюрьмы. Я подписал заявление, подписал протокол комиссии, где назвал себя некомпетентным идиотом. Я сам забил гвозди в крышку своего гроба. Я вышел из больницы с трудовой книжкой в руках, где стояла запись об увольнении. Шел мокрый снег. Я сел в машину, но она не завелась. Аккумулятор сел. Символично. Я поехал домой на такси. Мне нужно было увидеть Ингу. Мне нужно было уткнуться ей в колени и выть. Она мой тыл, она мой менеджер, она что-нибудь придумает. Мы продадим ее долю в клинике, которой, как выяснилось, не существовало. Мы выкрутимся. Я поднялся на этаж. Вставил ключ в замочную скважину. Ключ вошел только наполовину и уперся. Замок сменили. Я нажал на кнопку звонка. Сердце колотилось где-то в горле. Дверь открылась. На пороге стоял незнакомый мужик в черной форме с нашивкой «ЧОП Бастион». «Вам кого? Я здесь живу. Позовите жену». Из глубины квартиры вышла Инга. Она была одета в домашнее платье с бокалом в руке. Выглядела спокойной, пугающе спокойной. Рядом с ней появился Кротов в домашней футболке и джинсах. Он по-хозяйски положил руку ей на талию. «Андрей?» — Инга приподняла бровь. «А ты чего пришел? Вещи я тебе собрала. Вон у лифта стоят». Я посмотрел в угол площадки. Там валялись 2 спортивные сумки и мусорные пакеты, из которых торчали рукава моих рубах. Что происходит? «Инга, пусти меня домой. Меня уволили. На меня дело шьют. Мне нужна помощь». «У тебя больше нет дома, Андрей», — сказал Кротов, отпивая из ее бокала. «Квартира перешла в собственность ООО «Вектор». Ты просрочил платежи по займу. Согласно договору залога, в случае просрочки более 3 месяцев и потери заемщиком платежеспособности, а ты теперь безработный, кредитор имеет право на внесудебное изъятие предмета залога». «Какого займа? Мы же брали на клинику». «Мы брали потребительский заем под залог недвижимости», — улыбнулась Инга. «На твои нужды. А клиника, проект не взлетел. Бывает. Риски бизнеса». Вы меня кинули?» До меня начало доходить. Медленно, как наркоз.
Вы сговорились? Не кинули, а оптимизировали активы, жестко сказала Инга. Ты банкрот, Андрей. У тебя долгов на 20 миллионов. Кредит плюс иск от Смирновых. Ты — 0. Зачем мне муж 0? А дочь? Прохрипел я. Маша. Ах да, Маша. Инга поморщилась, словно у нее заболел зуб. Это проблема. В квартире из дальней комнаты раздался плач. Тонкий, надрывный, болезненный. Она орет уже сутки. Инга сорвалась на визг. У нее температура, понос, она не спит. Я не могу больше. Я не нанималась в сиделке. Эдик тоже не хочет слушать эти вопли. «Отдай мне ее», — сказал я. С радостью. Она скрылась в квартире и через минуту вынесла автолюльку. Маша в ней была красная, заплаканная, в грязном памперсе. От ребенка пахло болезнью и заброшенностью. Инга сунула люльку мне в руки. «Забирай. И сумки свои забирай. И вали». «Куда мне идти? На улицу? Зимой? С больным ребенком?» «Твои проблемы», — отрезал Кротов. «У тебя час, чтобы исчезнуть. Иначе вызываю наряд. Скажу, что пьяный дебошир ломится в чужую квартиру. У тебя и так условка светит. Хочешь в СИЗО?» «А если не заберешь», — добавила Инга, глядя мне в глаза, «я прямо сейчас звоню в опеку. Пишу отказную. Говорю, что отец наркоман, мать не справляется. Ее заберут в приют. Знаешь, что там? Казенная койка и феназепам, чтобы не орала. Она там сдохнет за неделю». Я посмотрел на них. На красивую, ухоженную пару. На Кротова, который уничтожил мою карьеру. На Ингу, которая украла мою жизнь. Я плюнул. Не в лицо, они этого не стоили. Я плюнул под ноги, на коврик с надписью «Welcome». «Вы не люди», — сказал я тихо. «Вы раковые клетки». Я подхватил сумки, повесил одну на плечо, в другую руку взял люльку с дочерью. «Все вернется», — сказал я. «Запомните этот день. Все вернется». Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Я остался на холодной лестничной клетке. Один. Без денег, карты заблокировали приставы еще утром. Без жилья, с ребенком, у которого жар. Я вышел на улицу. Метель усилилась. Я стоял и смотрел на окна своей бывшей квартиры. Там горел теплый, уютный свет. «Ну что, Маша», — сказал я дочери, поправляя одеяло, «похоже, мы теперь бомжи. Держись, папа что-нибудь придумает». Я побрел к метро, оставляя следы на свежем снегу. Следы, которые тут же заметало вьюга. Так началась наша зима. Первая ночь на улице — это шок. Мозг отказывается принимать реальность, цепляясь за иллюзию, что это просто дурной сон, розыгрыш, временное недоразумение. «Сейчас, Маша, сейчас», — бормотал я, толкая тяжелую дверь дешевого хостела на окраине Выхина. «Папа сейчас все решит». У меня в кармане куртки лежало 4200 рублей наличными. Случайная заначка, которую я забыл выложить после покупки сигарет неделю назад. Это было все мое состояние. Хостел «Уют» пах старыми носками, жареным луком и безнадежностью. За стойкой сидела женщина с необъятной грудью и лицом, на котором было написано полное безразличие к судьбам человечества. «Мест нет», — буркнула она, не поднимая глаз от кроссворда. «Девушка, пожалуйста, у меня ребенок. Нам только переночевать, любой угол». Она подняла глаза, увидела автолюльку, мое дорогое, но уже помятое пальто, и в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на интерес. «С ребенком нельзя. У нас тут вахтовики пьют, шумят. Опека нагрянет, штраф влепят. Идите в мать и дитя, тут через 3 квартала». «Куда?» — не понял я. «Кризисный центр. Для баб». «А, вы ж мужик», — она хмыкнула. «Тогда не знаю». Мужиков с детьми нигде не берут, не положено. «Послушайте, мне некуда идти. Вот,
Я положил на стойку 2000. Это за ночь. Дайте хоть кладовку. Деньги исчезли в ее кармане быстрее, чем я успел моргнуть. Ладно, есть койка в 6-местном. Там таджики тихие, спят уже. Но если ребенок орать будет, выселю сразу. И без возврата денег. Мы заселились. Комната была похожа на газовую камеру. Спертый воздух, храп 5 мужиков, 2-ярусные нары. Я положил Машу на нижнюю полку, сам сел на пол рядом, охраняя ее сон. Я не спал всю ночь. Я слушал ее дыхание. Оно было тяжелым, сиплым. Утром я пошел в аптеку. Купил детский нурофен, памперсы, смесь. Деньги таяли. Я начал звонить. «Алло, Виталик, привет, это Андрей Камский». «О, Андрюха, привет. Слышал, у тебя там замес какой-то с пациентом. По новостям показывали, жесть. Виталик, мне нужна помощь. Меня выгнали из дома. Я с ребенком на улице. Можно у тебя перекантоваться пару дней?» Слушай, старик, не могу. У меня теща приехала, ремонт, да и жена. Сама понимаешь. Извини, брат». Гудки. «Алло, Сергей Иванович. Андрей Викторович, не звоните сюда больше. Вы под следствием. Нам запретили с вами контактировать. Вы токсичный актив, извините». Гудки. К обеду мой телефон превратился в кирпич. Никто не хотел связываться с врачом-убийцей, банкротом и бомжом. Люди, которые пили мой коньяк на днях рождения, люди, которых я оперировал бесплатно, люди, которых я считал друзьями, все они исчезли. Москва — город успешных. Неудачники здесь заразны. Через 3 дня деньги кончились. Нас выгнали из хостела. «Продлевать будете? Нет? Тогда на выход». Мы оказались на улице. Снег шел не переставая. Москва готовилась к Новому году. Витрины сияли гирляндами, из кофеен пахло корицей, люди тащили елки, а я тащил ребенка и сумку с грязными вещами и не знал, где мы будем спать сегодня. Я узнал город с изнанки, той, которую не видят нормальные люди. Я узнал, что на Курском вокзале можно посидеть в зале ожидания ровно до полуночи. Потом проходит наряд полиции и проверяет билеты. Если билета нет, дубинкой по почкам и на мороз. С ребенком не бьют, но выгоняют жестко. «Папаша, не дави на жалость. Тут таких сирот каждый день сотня. Вали отсюда, пока опеку не вызвали». Слово «опека» стало моим главным страхом. Я понимал, как только я попаду в поле зрения системы, Машу заберут. У меня нет жилья, нет работы, нет дохода. Я никто. Ее изымут, и я больше никогда ее не увижу. Поэтому я прятался. Я стал невидимкой. Мы ночевали в круглосуточных прачечных самообслуживания. Там тепло и пахнет порошком. Спали в подъездах высоток, пока консьержки не видели. Один раз ночевали в заброшенном ракушке-гараже, укрывшись старыми матрасами. Еда стала главной проблемой. Смесь для Маши стоила дорого. Я украл первую банку в 5. Я, доктор медицинских наук, нейрохирург, засунул банку нано под куртку, дрожа от страха и стыда. Охранник смотрел в телефон. Пронесло. Себе я добывал еду на задворках ресторанов. После закрытия они выставляют пакеты с просрочкой. Я узнал, что вчерашние суши вполне съедобны, если снять заветренную рыбу. Что недоеденный стейк — это удача. Что хлеб из пекарни, который списывают в конце дня, — это деликатес. Я перестал чувствовать брезгливость. Голод убивает эстетику. Но самое страшное было не это. Самое страшное — я видел, как угасает Маша. Она перестала улыбаться. Она стала вялой. Кашель стал глухим, лающим. У нее не было температуры. У нее просто не было сил на температуру. Организм перешел в режим энергосбережения. Однажды ночью в каком-то подвале, где мы грелись у труб теплотрассы в компании 2 старых бомжей, интеллигентнейшие люди, кстати, бывший учитель физики и спившийся актер, Маша начала задыхаться.
Стеноз. У меня не было ни дексаметазона, ни ингалятора. «Андрей», — прохрипел физик, глядя на посиневшего ребенка. «Она уходит. Вызывай скорую. Плевать на опеку. Спасай девку». Я сидел, прижимая ее к себе, и выл. Я понимал, что он прав. Но я не мог позвонить. Я боялся системы больше, чем смерти. Я сделал то, что делали наши предки в пещерах. Я вынес ее на мороз. Холодный воздух снимает отек гортани при ложном крупе. Я стоял во дворе при -20 и держал ее вертикально, молясь всем богам, в которых не верил. «Дыши, Машка, дыши, доченька, ну давай». И она задышала. Спазм отпустил. Но я понял, время истекло. Мы не выживем до весны. Следующий приступ убьет ее. Или пневмония, или просто холод. Мне нужно было сдаться. Но кому? В больницу? Сразу полиция, протокол, изъятие. В полицию? Тюрьма для меня, детдом для нее. Оставался один вариант. Тот, который я гнал от себя 3 месяца. Отец. Я не звонил ему. Гордость? Нет. Гордости уже не осталось. Стыд. Животный стыд. Я помнил его слова. «Приползешь». Я не хотел ползти. Я хотел умереть стоя. Но, глядя на угасающую дочь, я понял. Мое «хочу» больше не имеет значения. Я должен наступить на горло собственной песни, собственной личности, всему, что я есть. Я должен стать грязью под его ногами, лишь бы она жила. Я знал его график. Вторник, 19:30. Садовое кольцо, путь домой. Я пошел туда. Это был мой последний марш-бросок. В машине отца было тихо, если не считать гула печки и прерывистого дыхания Маши. Отец молчал. Он вел машину жестко, агрессивно, подрезая всех подряд. Его костяшки на руле побелели. Я смотрел на себя в зеркало заднего вида. Оттуда на меня глядело чудовище. Спутанная борода с крошками еды, запавшие глаза с черными кругами, потрескавшиеся губы. На лбу грязная ссадина. Я перевел взгляд на отца. Он выглядел как инопланетянин. Чистый, пахнущий успехом, уверенный. «Куда мы?» — спросил я тихо. «Заткнись», — ответил он, не поворачивая головы. «Просто заткнись, Андрей. Если ты сейчас скажешь хоть слово, я тебя убью. Своими руками задушу». Мы приехали в ЦКБ, Центральную клиническую больницу Управления делами президента. Отца здесь знали. Шлагбаум поднялся автоматически при виде номера 001. Нас встречали у приемного покоя. Каталка, бригада врачей. «Сюда, быстрее! Ребенок тяжелый!» Они забрали Машу. Я хотел пойти за ними, но отец схватил меня за плечо железной хваткой. «Стоять! Туда тебе нельзя! Ты стерильность нарушишь одним своим видом. Там моя дочь. Там врачи, профессионалы. А ты сейчас кусок инфекции. Посмотри на себя». К нам подошел главврач Вениамин Львович, старый друг отца. «Витя, не волнуйся. Левинштейн уже там. Лучший пульмонолог. Сделаем все. А это...» — он брезгливо посмотрел на меня. «Кто этот бомж?» Отец помолчал секунду. «Это мой сын». Вениамин Львович крякнул, поправил очки. «Понял. Вопросов нет. В ВИП-палату его или в санпропускник сначала?» «В санпропускник. Отмыть, побрить, обработать от вшей, одежду сжечь, дать что-нибудь чистое. И капельницу. Глюкоза, витамины. Он еле на ногах стоит. Меня увели санитары. Я не сопротивлялся. Я был куклой. Моя миссия была выполнена. Маша в тепле. Дальше будь что будет. Меня мыли жесткой мочалкой, поливали каким-то едким шампунем.
Я стоял под горячим душем и смотрел, как с меня стекает черная вода. Вместе с грязью уходила моя прошлая жизнь. Хирурга больше не было, мужа не было. Был просто организм, который выжил. Меня одели в больничную пижаму, уложили в чистую хрустящую постель в отдельной палате. Поставили капельницу. Я вырубился мгновенно. Проснулся я через сутки. В палате сидел отец. Он читал газету «Коммерсант». Проснулся? Он отложил газету. «Как Маша?» «Стабильная. Двусторонняя пневмония, истощение, анемия. Но кризис миновал. Жить будет. Мозги не пострадали, слава богу». Я закрыл глаза. Слезы потекли сами собой. «Спасибо, пап». «Не за что». Отец встал, подошел к окну. «Теперь поговорим о делах. Я навел справки. У тебя полный набор. Уголовное дело, долги, имущество в залоге. Ты в заднице, Андрей. Глубокой. Я знаю. Я вытащу тебя. Мои юристы уже работают. Мы докажем, что Кротов и твоя жена — мошенники. Мы закроем уголовку. Я все отработаю. Я вернусь в медицину. Нет, отец повернулся. Медицины больше не будет. Хватит. Ты показал, какой ты самостоятельный. Результат в реанимации. Но я не могу без хирургии. Сможешь. Жить захочешь. Сможешь. У меня для тебя другое предложение. Точнее, не предложение. Ультиматум. Он подошел к кровати и навис надо мной. Ты идешь работать ко мне. В Камский строй. На стройку. Не в офис, не директором. Прорабом. В грязь. Будешь строить дома. Учиться ответственности. Учиться быть жестким. Я не умею строить. Я умею лечить. Лечить ты не умеешь. Ты даже свою семью вылечить не смог. Ты заразил их своей слабостью. А стройка лечит мозги быстро. Там все просто. Или ты стоишь, или ты падаешь. Я откажусь. Попробуй. Отец улыбнулся, и мне стало страшно. Если откажешься, я оформляю опекунство на Машу. Лишаю тебя родительских прав. Оснований — вагон. Ты бомж, безработный, подверг ребенка опасности. Суд отдаст ее мне за 5 минут. И ты ее больше не увидишь. Будешь смотреть на нее по телевизору, когда она вырастет и станет наследницей империи. Я сжал простыню кулаками. Ты не сделаешь этого. Сделаю. Ради нее сделаю. Ей нужен отец, а не размазня. Выбирай, Андрей. Или ты становишься моим человеком, моим преемником, проходишь мою школу, жесткую, кровавую, но эффективную. Или ты идешь на все 4 стороны. Один. В его глазах не было блефа. Он был готов раздавить меня ради моего же блага. Я думал ровно минуту. Я вспомнил холодный переход. Вспомнил синее лицо дочери. Я понял, что больше не имею права рисковать ею. «Я согласен», — сказал я. «Когда выходить?» «Как выпишут. Объект в Химках ждет». Отец кивнул, удовлетворенный. «Вот и славно. Спи. Завтра приедет портной, снимет мерки. Костюм тебе пока не нужен, а вот хорошая спецовка пригодится». Он вышел. Я лежал и смотрел в белый потолок. Во мне умирала мечта. Умирал доктор Камский. Но рождалось что-то новое. Злое, холодное, расчетливое. То, что нужно для выживания в этом мире. Химки в феврале — это не пригород Москвы. Это отдельная климатическая зона, где законы физики уступают место законам русского безнадежья. Ветер здесь дует сразу со всех сторон, пронизывая до костей даже сквозь термобелье, которое мне купил водитель отца. Объект «Северная звезда» выглядел как поле битвы после бомбардировки. 3 недостроенных монолитных скелета торчали из грязного месива, именуемого стройплощадкой.
Вокруг суетились люди, техника, летели искры сварки, и над всем этим висел густой мат, такой плотный, что его, казалось, можно было резать ножом. Я вышел из служебного Ларгуса. На мне была новенькая с иголочки спецовка с логотипом «Камский строй» и ярко-оранжевая каска ИТР, инженерно-технического работника, которая сидела на мне так же нелепо, как балетная пачка на медведе. Ко мне подошел мужик, похожий на старого пирата. Лицо, карта шрамов и морщин, пропитанное цементной пылью и копотью. Один глаз прищурен, во рту дымит Суприма. «Ну, здорово, барин», — прохрипел он, не вынимая сигарету изо рта. «Виктор Петрович звонил, предупредил. Говорит, стажера пришлет. Особого. Голубых кровей». Он сплюнул под ноги коричневую слюну и протянул мне руку, черную, жесткую, как наждак. «Семен Петрович. Для своих просто Петрович. Старший прораб на этом дурдоме. Андрей», — я пожал его руку. Моя ладонь хирурга, привыкшая к латексу и стерильной стали, утонула в его пятерне. Он сжал ее специально сильно, проверяя на прочность. Я не поморщился, хотя костяшки хрустнули. «Андрей», — передразнил он, — «Викторыч ты теперь. Тут по имени не зовут, не в барбершопе. Ну что, Викторыч, welcome to hell. Твоя задача — 3-й корпус. Там сейчас монолитчики арматуру вяжут. Бригада узбеков по-русски понимает через раз, а когда накосячат, вообще забывают язык. Иди, командуй». Я пошел. Грязь чавкала под резиновыми сапогами, пытаясь стянуть их с ног. Я поднялся на 3-й этаж по временной лестнице, сколоченной из досок. Ветер здесь был еще злее. Бригада из 10 человек сидела кружком и курила. Работы не было видно. Арматура лежала грудой, а палубка стояла криво. «Эй!» — крикнул я, стараясь придать голосу начальственные нотки. «Почему стоим?» Бригадир, смуглый парень с золотым зубом, лениво поднял голову. «Арматура нет, начальник. Бетон нет. Кран сломался. Курим». «Как нет?» — я растерялся. «Я же видел накладные в вагончике». «На бумаге есть, тут нет», — заржал он. «Ты ищи, начальник. Родишь бетон — будем работать. Не родишь — будем курить. Солдат спит, служба идет». Я почувствовал, как краска стыда заливает лицо. Они издевались. Они видели во мне чужака, слабака, сынка, которого прислали пересидеть трудные времена. Первая неделя стала адом. Я бегал по площадке, как загнанный заяц. Снабженцы посылали меня матом, крановщики игнорировали команды по рации. Петрович только ухмылялся в усы, наблюдая за моими мучениями. «Что, Викторович, тяжело?» — спрашивал он вечером в прокуренной бытовке, наливая себе чай из термоса. «Это тебе не таблетки прописывать. Тут характер нужен, стальной стержень. У тебя он есть? Или ты из пластилина?» «Есть», — огрызался я, падая на топчан без сил. «Я людей с того света доставал. Людей доставать — это наука. А вот заставить Ашота класть кирпич ровно, когда у него похмелье и нет раствора — это искусство. Учись». Я учился. Я перестал спать. Ночами я зубрил снипы, строительные нормы и правила. Разбирался в марках бетона, в схемах вязки арматуры. Днем я пытался применять это на практике. Я перестал быть интеллигентом. Мой лексикон обогатился словами, от которых моя мама упала бы в обморок. Я научился орать так, что у меня садился голос. Но уважение это не прибавляло. Я все еще был чужаком. Все изменилось в один день, в конце февраля. Морозы ударили лютые. Техника вставала, люди злились. Напряжение висело в воздухе, как статика перед грозой. Я сидел в вагончике, сводил ведомость материалов. Цифры плыли перед глазами. Вдруг дверь распахнулась, и внутрь влетел молодой парень.
Разнорабочий, Леха. Лицо белое, глаза по 5 копеек. «Викторыч, там беда. Михалыч упал. Кровь хлещет». Я вылетел из вагончика, забыв надеть каску. На перекрытии 2-го этажа среди арматурного леса лежала толпа. Сквозь шум ветра пробивались крики: «Не трогай! Скорую! Умрет же!» Я растолкал рабочих. На бетоне лежал сварщик Михалыч. Грузный мужик, душа бригады. Он был бледен, как смерть. Из бедра чуть выше колена торчал рваный край штанины, пропитанный черной кровью. Он упал на торчащую арматуру. Штырь вошел глубоко, задев бедренную артерию. Кровь не текла. Она била фонтаном, пульсирующей струей, заливая снег и бетон. «Жгут!» — заорал кто-то. «Дайте ремень!» Петрович пытался затянуть ремень на бедре, но руки у него тряслись, пряжка не застегивалась. Кровь продолжала хлестать. В этот момент во мне щелкнул тумблер. Стройка исчезла. Исчезли Химки, холод, грязь. Остался только пациент. Геморрагический шок 2-й степени. Повреждение магистрального сосуда. Время до потери сознания 2 минуты. До смерти 5. «Отойди!» — я отшвырнул Петровича плечом. Тот отлетел, как кегля. Я рухнул на колени прямо в лужу крови. Ледяная жижа мгновенно пропитала штаны, но я не почувствовал. «Нож! Быстро!» Бригадир Узбеков сунул мне в руку складной нож. Я одним движением распорол брезентовую штанину до паха. Картина была страшная. Рваная рана, края размозжены. Артерия повреждена, но не пересечена полностью. Самый плохой вариант. Сосуд не спадается. Кровотечение максимальное. «Михалыч, смотри на меня!» — крикнул я, наклоняясь к его лицу. «Не закрывай глаза, слышишь? Матерись, говори со мной!» Михалыч что-то булькал, глаза закатывались. Я всунул пальцы левой руки прямо в рану, в теплую скользкую плоть. Нащупал пульсирующую трубку артерии и прижал ее к бедренной кости. Фонтан иссяк. «Фух!» — выдохнула толпа. «Рано радуетесь!» — рявкнул я. «Я не смогу держать вечно. Мне нужен зажим. Или плоскогубцы, тонкие, утконосы». «Есть!» — электрик метнулся к сумке. «Вот!» — он протянул мне инструмент в масле. «Спирт, водка, что есть?» Петрович дрожащей рукой протянул фляжку. Я плеснул на инструмент, плеснул себе на руки. «Сейчас будет больно, брат, терпи». Я ввел плоскогубцы в рану, перехватил артерию выше места разрыва, защелкнул ручки, намотав на них кусок проволоки, чтобы не раскрылись. «Держи так», — сказал я Лехе разнорабочему. «Руки не убирай, головой отвечаешь». Следующие 40 минут я руководил спасательной операцией. Мы соорудили носилки из щитов опалубки. Спустили Михалыча краном, я запретил тащить по лестнице, чтобы не сместить тромб. Я поставил ему капельницу, нашел в аптечке прорабской физраствор, систему, иглу. Попал в спавшуюся вену с 1-го раза на морозе грязными руками. Когда приехала скорая, врач, молодой замученный парень, посмотрел на наложенный зажим, на грамотную иммобилизацию, на капельницу. «Кто делал?» — спросил он, глядя на меня. Я был весь в крови, без каски, руки черные. Я медик, нейрохирург, бывший. Врач уважительно кивнул. «Респект. Спас мужика. Мы бы не довезли». Когда скорая уехала, на площадке повисла тишина. Рабочие стояли кругом и смотрели на меня. В их глазах больше не было насмешки. Там был страх и уважение. То самое первобытное уважение к шаману, который умеет договариваться со смертью. Петрович подошел ко мне,
Достал пачку парламента для особых случаев. «Кури, Викторыч». «Я не курю». «Кури, — говорю, — тебе надо». Я взял сигарету. Затянулся. Дым обжег легкие, голова закружилась. «Ну ты, блин, даешь», — протянул Петрович. «Я думал, ты белоручка, а ты хирург. Реально хирург». «Реально», — сказал я, глядя на свои окровавленные руки. «Только теперь я строю дома. С этого дня я стал своим». Пока я воевал с бетоном, отец вел войну на другом фронте, юридическом. Каждую субботу я приезжал в Москву, в офис его адвоката Аркадия Яковлевича. Это были странные визиты. Я входил в стеклянный бизнес-центр, пахнущий дорогим парфюмом, в джинсах и свитере, но с руками, которые не отмывались от мазута. Аркадий Яковлевич, похожий на мудрую сову в очках, раскладывал передо мной пасьянс из документов. «Процесс идет, Андрей Викторович. Медсестра Марина дала показания. Мы спрятали ее в надежном месте. Кротов до нее не доберется. СК возбудил дело по факту фальсификации медицинской документации». «А что с Индой?» — спросил я. Имя бывшей жены все еще отзывалось фантомной болью. «О, тут самое интересное. Ваша супруга и господин Кротов оказались на редкость жадными и неосторожными людьми. Они решили, что вы сбитый летчик, и расслабились». Адвокат положил на стол распечатку. «Это выписка с кипрского офшора. Мы долго его искали. Оказалось, что бенефициар — родная сестра Кротова. Туда ушли ваши кредитные деньги. И не только ваши. Они провернули эту схему с 5 врачами вашей клиники. Пирамида. Значит, они сядут? Сядут. Железно. Статья 159, часть 4. Мошенничество, организованная группа, особо крупный размер. До 10 лет. Плюс конфискация. Мы вернем ваши деньги, Андрей. И квартиру, возможно, тоже. «Квартира мне не нужна», — сказал я. «Мне нужно имя. Чистое имя. Будет имя». Мы добились пересмотра дела Смирнова. Экспертиза подтвердила, что ваша тактика операции была единственно верной. Смерть пациента признана несчастным случаем, а не врачебной ошибкой. Уголовное преследование против вас прекращено. Я закрыл глаза. Гора с плеч. Я больше не врач-убийца. Я просто человек, которому не повезло. Спасибо, Аркадий Яковлевич. Благодарите отца. Он бультерьер. Он вцепился в это дело так, словно это вопрос жизни и смерти. Кстати, как у вас с ним? Нормально. Работаем. Он гордится вами, знаете. Звонил мне вчера. Говорит, Андрюха мужиком стал. Хребет появился. Для Виктора Петровича это высшая похвала. Я усмехнулся. Хребет. Да, хребет появился. Китановый. Вместо того, который сломали. Лето пришло в Москву внезапно, накрыв город удушливой жарой. Суд над Ингой и Кротовым состоялся в июле. Я пришел на заседание. Я хотел это увидеть. Закрыть гештальт. Зал был полон. Журналисты. Дело черных риэлторов в белых халатах стало громким. Потерпевшие — родственники. Я сидел в первом ряду, рядом с Аркадием Яковлевичем. В клетке, аквариуме, сидели они. Кротов постарел лет на 10, осунулся, посерел. Он сидел, уткнувшись взглядом в пол, и нервно крутил пуговицу на рубашке. Инга. Инга держалась. Безупречный макияж, даже в СИЗО умудрилась. Гордая осанка. Но в глазах была паника. Когда она увидела меня, она дернулась к стеклу. «Андрей». Ее губы беззвучно шевелились. Судья, строгая женщина с лицом завуча,
монотонно зачитывала приговор. Признать виновными, назначить наказание Кротову Эдуарду Валерьевичу 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Камской Инге Валерьевне 5 лет лишения свободы. Зал выдохнул. Инга заплакала. Маска слетела. Она рыдала, размазывая тушь. Кричала что-то про ошибку, про то, что ее заставили. Когда конвой выводил их, я подошел к ограждению. Инга остановилась. «Андрей», — прошептала она, — «прости меня. Пожалуйста. Я была дурой. Я все осознала. Помоги мне. У нас же была семья. Как Маша». Я смотрел на нее и ничего не чувствовал. Ни ненависти, ни злорадства, ни любви. Передо мной был чужой человек. Случайный попутчик, который попытался меня убить, но не смог. «Маша учится ходить», — сказал я спокойно. «Она называет мамой нашу няню. А тебя она не помнит. И не вспомнит. У нее нет матери. Андрей, ты не можешь так. Я же родила ее. Ты родила ее, чтобы продать. Сделка не состоялась. Прощай, Инга». Я развернулся и вышел из зала. На улице слепило солнце. Я вдохнул полной грудью. Воздух пах плавящимся асфальтом и свободой. В кармане завибрировал телефон. Звонил отец. «Алло, пап? Слышал новости? Поздравляю. Враг повержен?» «Да. Приезжай в офис. Есть разговор. Серьезный». Я сел в машину. Я знал, о чем будет разговор. Отец хотел передать мне империю. Он готовил меня к этому полгода. Но я знал и свой ответ. Кабинет отца находился на 50-м этаже башни «Федерация». Вид на всю Москву. Город лежал у ног, как карта сокровищ. Отец стоял у панорамного окна, курил сигару. «Садись», — он указал на кресло. «Коньяк будешь?» «Нет, я за рулем». «Правильно, дисциплина». Он выпустил кольцо дыма. «Ну что, Андрей, ты прошел испытание. Объект в Химках сдан. Петрович говорит, ты лучший прораб, которого он видел за 30 лет. Ты навел там порядок, сэкономил бюджет, не допустил аварий. Ты камский. Это в крови». Он подошел к столу, взял папку. «Здесь документы. Я ввожу тебя в совет директоров. Ты становишься вице-президентом по развитию. Зарплата, бонусы, доля в акциях. Ты будешь строить города, сын. Ты станешь богаче меня». Я молчал. Я смотрел на папку, обтянутую кожей. Там лежало мое будущее. Сытое, властное, успешное. «Спасибо, пап. Подписывай». Я покачал головой. «Нет». Отец замер. Сигара дрогнула в его руке. «Что значит «нет»?» «Я не буду строителем. Я благодарен тебе за школу. Ты спас меня, ты сделал меня мужчиной. Но бетон — это не мое. Я не чувствую от него тепла». «И куда ты пойдешь?» Голос отца стал жестким. «Обратно в операционную? Резать головы за копейки? Ждать, пока тебя снова подставят?» «Нет, в большую хирургию я не вернусь. Я перегорел. Я не хочу больше играть в Бога». «Тогда что, будешь таксовать?» «Я открываю реабилитационный центр. Частный, небольшой. Для детей с последствиями травм, ДЦП, после операций. Я буду их восстанавливать. Массаж, физиотерапия, ЛФК. Я понял это, когда выхаживал Машу. Спасти жизнь — это полдела. Нужно вернуть качество жизни. Я буду работать руками. Не скальпелем, а ладонями. Это то, что нужно мне сейчас. Тихая, созидательная работа. Отец смотрел на меня долго. В его взгляде боролись гнев и удивление. «И на какие шиши? У тебя ни гроша. Квартиру банк забрал. Я возьму кредит. Теперь мне его дадут. У меня есть имя.
Кредит. Отец фыркнул. Опять в кабалу. Он отошел к окну. Молчал минут 5. Я ждал. «Ладно», — сказал он, наконец, не оборачиваясь. «Хрен с тобой. Упрямый, как я». Он резко повернулся. «В нашем новом жилом комплексе на Ленинском есть помещение на 1-м этаже. 300 квадратов. Планировалось под ресторан, но арендатор слился. Забирай». «Пап, я не могу». «Заткнись», — рявкнул он. «Это не подарок. Это инвестиция. Оформим как беспроцентный заем на 10 лет. Отдашь, когда раскрутишься. Я хочу, чтобы моя внучка знала, что ее отец не просто хороший парень, а владелец лучшего центра в Москве». Он подошел и протянул мне руку. «Но условие прежнее. Воскресные обеды вместе». Я пожал его руку. Крепко. Договорились. 2 года спустя. Вечер. Снег падает крупными хлопьями, укрывая Москву белым одеялом. Я выхожу из клиники «Рехаб Камский». Вывеска светится мягким синим светом. Внутри чисто, тихо, пахнет лавандой и надеждой. Я надеваю перчатки и ищу ключи от машины. У входа стоит женщина. Старенький пуховик, стоптанные угги. На руках ребенок, замотанный в шаль. Мальчик, 2 года. Он смотрит на меня большими серьезными глазами. В них печать боли. Спастика. Д, Ц, П. Женщина мнется. «Доктор, простите, мы опоздали? Нам сказали, вы волшебник. У нас денег нет почти. Муж ушел, когда узнал диагноз. Нас везде футболят, говорят, овощ, неперспективный». Я смотрю на нее. Я вижу в ней себя. Себя 2-летней давности в том переходе с протянутой рукой. Я знаю, что мой рабочий день окончен, что меня ждет Маша. Она уже бегает и болтает без умолку. И отец. Что бесплатный пациент — это убыток. Но я также знаю цену холода. Я улыбаюсь. «Мы не закрыты», — говорю я, открывая перед ней дверь. «Заходите». Волшебников не бывает, но мы посмотрим, что можно сделать. «У вашего парня умные глаза. Значит, повоюем». Она заходит в тепло, я захожу следом. Жизнь продолжается. Шрамы остались. Золотые шрамы опыта, которые делают нас крепче бетона. И пока мы способны чувствовать чужую боль, мы живы.